В зале многофункционального комплекса «Зауралье» собрались представители структур, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности населения. В то время, когда обостряется международная обстановка, этот вопрос становится особенно актуальным. Однако, как отметили выступающие, основная причина чрезвычайных ситуаций – это человеческий фактор. То есть опасность грозит не извне, а ее создают сами горожане, пренебрегая элементарными правилами. Так, в прошлом году произошло 4 пожара со смертельным исходом. Все по вине самих жертв. Та же ситуация и с использованием автомобилей. За минувшие 12 месяцев в городе зарегистрировано 655 дорожно-транспортных происшествий. Из них 4 с погибшими и 22 с пострадавшими. В целом же, если сравнивать с 2015 годом, наблюдается снижение количества чрезвычайных ситуаций. В прошедшем году были сосредоточены в первую очередь на предупреждении происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и взрывами газа, а также связанными с сезонными циклическими природными явлениями, снежные заносы, пропуск в паводках, вод, пожароопасный период, отопительный сезон. В исполнении постановления главы администрации городского округа города Сибай об организации мест массового отдыха и обеспечении безопасности населения на водных объектах в 2016 году из местного бюджета были выделены денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей для организации работы спасательного поста, водолазного обследования, очистки акватории городского пляжа и оборудования пляжа. В 2016 году подготовили и аттестовали матросов-спасателей всего 4 человека. Весь комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, продолжится и в нынешнем году. Пока идет отопительный сезон, особое внимание ответственные службы уделяют проверкам надлежащего использования природного газа и печного отопления. Кроме того, уже началась подготовка к предстоящему паводку. Ведь главное в деле обеспечения безопасности – это прежде всего профилактика чрезвычайных ситуаций. В этом году в республике ожидается принятие новых нормативно-правовых актов, что приведет к более эффективной работе. Очень приятно вас всех видеть здесь на подведении итогов. Подведение итогов у вас довольно-таки организовано на высоком уровне. Часто бываем в категорированных городах, и такие мероприятия, как у вас, проводятся не так. Нет смысла готовности, присутствует очень мало представителей муниципального звена. Но здесь очень отрадно видеть вас всех. Приятным моментом учебно-методического сбора стала церемония награждения лучших специалистов в области гражданской обороны и вручения почетных грамот предприятиям, хорошо отработавшим в этом направлении. 5 спасателей зонально-поискового спасательного отряда были удостоены нагрудного знака МЧС России за заслуги. Среди награжденных оказался и Михаил Колодежный, матрос-спасатель Управления гражданской защиты города. Именно его оперативные действия в 2016 году помогли спасти жизнь утопающему. За это Михаил удостоился благодарственного письма главы администрации Сибая. Работа нравится тем, что там ответственно подходишь к своей работе, к делу своему. Помогаешь людям, если придет такая ситуация. Да и профессионализм. Также и познаешь себя и в медицинских моментах, обучаемся. В городе ведется комплексная и целенаправленная работа по профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но, как отметили выступающие, каждый из жителей должен понимать, что безопасность в первую очередь зависит от него самого. Как говорится, береженого Бог бережет. Лиана Кириллова, Гуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.